Я вчера начала объезжать район, спасибо, показали, очень много интересного. Замечательное впечатление, честно вам скажу. Я понимаю, что когда ты где-то живешь, то даже в самом прекрасном и благоустроенном месте ты обязательно найдешь какие-то недостатки, обязательно есть какие-то проблемы, естественно, поэтому граждане приходят и просят, и это правильно, все и справедливо, но общее впечатление, конечно, чрезвычайно благоприятное. Очень ухоженный район, очень чувствуется работящий, такой, ничего не пропадает зря, везде вся земля используется. Сколько внимания детям, конечно, меня тронуло необыкновенно, у меня у самой дочки еще 4 лет нет. И мы вчера, она со мной вчера ездила, и мы отдельно объезжали, и смотрели и школы, и детские сады, и конно-спортивный комплекс, и площадки спортивные. Все это, конечно, произвело очень сильное впечатление. Замечательный музей, музей леса, и музей колокольчиков. Чудесный в лесхозе мы видели Дом культуры. Просто для такого небольшого достаточно места прекрасный Дом культуры. Просто сцена, зрительный зал, спортивный зал. Очень, очень хорошее впечатление на нас произвел. Поэтому, да, впечатление такое чрезвычайно благоприятное, но, видите, даже в таком замечательном районе не зря пришли, да, вот не зря пришла директор Дома культуры из села Большие Норты, где необходимо, ведь совсем старенький Дом культуры, конечно, 70-х годов, щитовой, но понятно, что это уже не подлежит никакой ни реконструкции, ни капремонту, нет смысла даже выбрасывать на это средства. Если еще вдобавок в этом селе будут ухаживать, воспитывать, растить детей с ограниченными возможностями, то, конечно, необходимость культурного центра, где они бы в том числе могли развиваться и компенсировать какие-то вещи через художественное творчество, через занятия спортом, это, конечно, абсолютно необходимо. Поэтому я заявку на строительство многофункционального культурного центра обязательно поддержу для села Большие Норты. Обращусь с этой просьбой в Министерство культуры Российской Федерации, надеюсь, нас поддержат. И то же самое с селом Иштуган. Тоже необходим ремонт Дома культуры, но там наоборот, как раз Дом культуры очень капитальный, там требуется, я так понимаю, ремонт достаточно небольшой, но надо дренировать, осушать участок. Я вижу, что у вас здесь, в этом районе, грунтовые воды действительно очень близко. С одной стороны, в этом есть плюсы, с другой, конечно, есть и минусы, затапливает, это никуда не годится. Тоже, соответственно, эту заявку на капремонт я обязательно поддержу. Есть основания у меня надеяться, что на будущий год и на ближайшую трехлетку плановую, бюджетную, Татарстан получит дополнительные средства на ремонт сельских домов культуры. Нам удалось этого добиться и в минувшем году, есть у нас в этом плане достижения. Так что я надеюсь, что вот Иштуганский Дом культуры как раз эту сумму, надеюсь, заберет и сможет привести свою территорию в порядок и там, сделать тот ремонт, который им необходим. Ну и, конечно, вот третий заявитель, который сегодня был, это очень интересный разговор, потому что, ну, понятно, кому-то нужен капремонт, кому-то строительство, тут надо поддерживать заявки, тут надо проверять, есть ли проектно-сметная документация, ну, в общем, это такая, да, рутинная достаточно история. А мастер, ремесленник, который сегодня приходил и рассказывал о своем производстве, о своей машинной вышивке, это действительно проблема. Это проблема, в общем-то, в масштабах страны, потому что, да, народным художественным промыслом сейчас уделяется большое внимание. Можно сказать, мне кажется, я надеюсь, что мы находимся на этапе возрождения народных художественных промыслов. И недаром правительство внесло изменения в закон о поддержке НХП, а мы сейчас, наш комитет Государственной Думы по культуре, активно работаем к тому, чтобы довести этот законопроект ко второму чтению до более совершенного состояния и решить целый ряд проблем, которые у наших промыслов копились, к сожалению, все последние десятилетия. Да? Но есть еще такое понятие, как ремесло, есть такое понятие, как ремесленник. Это не этнокультурное достояние страны, это не некий многовековое искусство, передававшееся из поколения в поколение, это просто талантливые люди, семья, которая начинает производить очень приятные для глаза и для интерьера, предположим, изделия у себя дома, и, естественно, они хотят поддержки, естественно, они хотят встать на ноги, естественно, они хотят, чтобы это ремесло помогало им кормить детей. Вот сегодня мы обсуждали это в 3 аспектах. С одной стороны, конкретная семья, чем ей можно помочь.
С другой стороны, как можно было бы решить эту проблему на региональном уровне? И видите, наши коллеги, в том числе из Министерства культуры и глава района, Раис Нургалиевич, подтвердили, что в рамках Республики Татарстан уже есть такие замыслы, это замечательно. Я предлагаю создать реестр подобных ремесленников в рамках региона. Каждый из них обязательно должен пройти через художественный экспертный совет, провести свои изделия. И если это будет признано изделиями высокого художественного достоинства и качества изготовления, безусловно, то дальше, мне кажется, республика смело может использовать эту продукцию в качестве сувенирной, делать заказы, таким образом поддерживать вот такие конкретные трудовые ремесленные семьи. Ну и наказ, с которым я буду возвращаться в Москву, это, конечно, подумать о регулировании деятельности ремесленников в масштабах всей страны, о законодательном регулировании. Сейчас разберемся с НХП, и я обещаю, что мы обязательно займемся темой ремесленников.